Здравствуйте! В эфире вечерние новости области ЖТСУ. В студии Слу Жандосова, сурдоперевод Даурен Абдрасилова. Жилье, сельское хозяйство, газ, дороги и стабильность цен. Эти и другие вопросы найдут свое решение. Аким области ЖТСУ встретился с жителями Каратальского района. На заседании обсуждалось социально-экономическое развитие региона. Бейбыт Исабаев подробно остановился на проблемах, которые волновали местных жителей, и подчеркнул, что приложит все усилия для их решения. Каратал – аграрно-промышленный регион. В районе в основном выращивают сахарную свеклу, кукурузу, рис, а также бахчевые культуры. Однако из-за износа растительных систем крестьянские хозяйства района ежегодно испытывают дефицит поливной воды. Актуальным остается вопрос очистки каналов протяженностью 2000 километров. Глава региона отметил, что эта проблема постепенно решается. Работники Каратальского производственного участка КАЗ-Водхоз уже очистили от ила и грязи 44 километра каналов в сельских округах Жолбарыс-Батыр, Ескельдеби и Ильтай. А в августе начнется первый этап восстановления ирригационных систем. Общая протяженность 193 километра. Капитальный ремонт пройдут такие каналы, как Тас-Арык, Куркульдек, Сыртоган, Караменде. Общая стоимость проекта 4 миллиарда тенге. Из республиканского бюджета уже выделен 1 миллиард тенге. Работы должны завершиться в следующем году. Вместе с тем, одной из проблем Каратальского района является дефицит пастбищных земель. В этой связи аким области ЖТСУ Бейбыт Исабаев отметил, что некоторые сельскохозяйственные земли района находятся в руках крупных землевладельцев. В озвученном списке ТО «Шхаскаратал», «Бахыт-Каратал», «Уштобе» и ряд других компаний. Согласно данным аэрокосмических исследований, по Каратальскому району не используется 804 гектара пахотных земель и порядка 75 тысяч гектаров пастбищных. Акиматом района не приняты никакие меры по возвращению данных земель государству. Глава области поручил передать неиспользованные площади гражданам, которым они нужны для работы. В среднем около 50% пастбищных земель сейчас не используются. По программе ИЖС некоторые земельные площади животноводов не соответствуют количеству имеющегося поголовья. Скота мало, а земли отведено много. Как сказал наш президент, земля должна быть в руках людей, которые работают на ней. Аким области поручил акимату района совместно со специалистами соответствующей отрасли и правоохранительными органами срочно принять меры по возврату государству неиспользуемых сельхозземель. Крупных землевладельцев, присутствовавших на собрании, также предупредили. Вместе с этим был поднят вопрос о газификации региона. Прокладка газопровода выходит слишком дорогой и по карману не каждому жителю. Частному сектору провести газ выходит очень дорого. На мой вопрос Бейбыт Оксикбаевич ответил, что благодаря спонсорской помощи наш вопрос будет решен. Встреча с населением прошла в свободном формате. Жители открыто рассказали о проблемных вопросах акима области. В том числе волновало собравшихся отсутствие медучреждений в селе Каражиде. У нас много людей преклонного возраста, есть и инвалиды. Очень сложно приходится без медпункта. Раньше он у нас был, но здание разрушено. Жители села перевезли медпункт в один из сельских домов. Но так ведь не пойдет, оно не предусмотрено под это. В следующем году у нас планируется строительство 30-40 медицинских пунктов. Первым делом они будут строиться в селах, где совсем нет. Или, как вы сказали, где здание было разрушено. Для этого не нужно ПСД или каких-либо экспертиз. Они будут строиться за деньги из местного бюджета. Вопросов было много. Это и разбитые дороги, и отсутствие пешеходных переходов, и помощь многодетным и малообеспеченным семьям. К слову, многодетные матери раскритиковали работу главы района Ерлана Исабекова, отметив при этом, что он словно не хочет решать социальные проблемы. Глава области, в свою очередь, отметил, что руководству района необходимо быть ближе к народу и знать его чаяния и проблемы. В целом, на встрече жители задавали различные вопросы, такие как своевременная сдача государственного социального пакета, приватизация арендных домов, текущее содержание своего жилья. Касательно последнего, Бейбыт Исабаев упомянул, что сначала должна быть сформирована специальная рабочая группа для определения состояния жилых домов. Комиссия должна уточнить, какой ремонт необходим и связанные с этим расходы. В то же время молодой предприниматель Бек Мынбол пообещал отремонтировать дом пожаловавшейся многодетной семьи. Я слышал, что к вам обратилась многодетная мать. У нее 5 детей. Ей нужна помощь с ремонтом квартиры. От лица молодых предпринимателей я хочу предложить помощь – отремонтировать ее дом. В целом на встрече не было никаких ограничений для вопросов жителей. Беседа длилась 2,5 часа. На волнующие вопросы аким области ответил каждому жителю. Дал ряд поручений ответственным ведомствам. А некоторые проблемы и вовсе взял на личный контроль.
Айсулу Жандосова, Жаркан Шынтаев, телеканал ЖТСУ, Каратальский район. Нарушений на дорогах станет меньше. В Талдыкургане установлены камеры Сергек. Камеры безопасности дорожного движения будут действовать на 5 основных улицах. Это Жансугурова-Балпыхби, Жансугурова-Кольцо, выезд в направлении Алматы и выезд в направлении Уштобе, Быржан-Сал-Гаухарана и по улице Жансугурова напротив Политехнического колледжа. Пока работает Сергек, будет производиться в тестовом режиме. Камеры позволят выявлять правонарушения дорожной и общественной безопасности, предупреждать аварии и выявлять грубые нарушения ПДД. Кроме того, в городе планируется установить 871 камеру наблюдения за порядком и 585 камер наблюдения за дорожным движением. Они будут обеспечивать безопасность жителей днем и ночью. Уважаемые жители и гости города Талдыкурган, сообщаем, что на территории Талдыкургана устанавливаются автоматические системы фиксации Сергек, с помощью которых начнут выявлять правонарушения по линии дорожной и общественной безопасности. Также их установка производится в целях предупреждения и профилактики дорожно-транспортных происшествий, выявления грубых нарушений правил дорожного движения, в частности, это превышение скоростного режима, выездов на полосу встречного движения, неисполнение требований дорожной разметки и остановки стоянки транспортных средств в неустановленных местах и так далее. Вместе с тем, до особого распоряжения работа Сергек будет проводиться пока в тестовом режиме без официальных фиксаций административных правонарушений. Проигравших нет. Сегодня в Казахстане отмечается День медиации. В этой связи в областном доме дружбы города Талдыкурган прошел семинар-тренинг на тему формирования конфликтологических знаний и навыков посредничества у специалистов, занимающихся решением проблем, направленных на координацию межэтнических отношений. Закон о медиации принят в Казахстане в 2011 году. И вот уже 6 лет при Ассамблее народа Казахстана открыт Центр медиации. По словам специалистов, медиация – это мирный способ урегулирования конфликтов, который имеет немало преимуществ перед судебным разбирательством. Ежегодно в честь Дня медиации на базе Дома дружбы проводятся форумы, семинары, обучающие тренинги. На этот раз в мероприятии приняли участие представители местных исполнительных органов, Международного центра медиации, профессиональные и общественные медиаторы, члены ассамблеи и учреждения Когамдах Келеса. В рамках встречи состоялось награждение медиаторов, внесших вклад в урегулирование различных конфликтов мирным путем. Организаторы рассказали собравшимся о принципах работы медиаторов и всех преимуществах этого способа разрешения споров и пригласили всех желающих на бесплатные консультации юристов и медиаторов в областной международный центр медиации. Как было отмечено в ходе семинара, во всем мире 90% всех конфликтов решается именно путем медиации. Для Казахстана это новое направление, но тем не менее это очень важно, потому что разгрузятся суды, цена. Это намного дешевле, чем затраты на судопроизводство. Это возможность обговорить, примириться. То есть медиация однозначно дает ряд преимуществ по сравнению с судебными разбирательствами. Значимость данного семинара-тренинга очень высока, потому что наряду с какими-то теоретическими знаниями получены практические навыки, проведены мастер-классы, тренинги. Я думаю, все это будет нужно нашим общественным медиаторам. Поздравляю всех с Днем медиации и желаю, чтобы у нас было как можно меньше споров. Сегодня почетному члену Ассамблеи народа Казахстана, председателю Республиканской ассоциации греческих обществ Георгию Иорданиди исполняется 70 лет. В честь юбилея своего коллегу поздравили представители Института дружбы Алматинской области и ЖТСУ. Георгий Иорданиди – член Ассамблеи народа Казахстана со дня ее основания и активный участник проводимых ею мероприятий. 25 лет он возглавлял общество греков Алматинской области «Элефтерия». Под его руководством в Талгарском районе в школе номер 17 села Панфилова были открыты уроки греческого языка, а фестиваль «Мы казахстанцы», проводимый здесь, стал известен далеко за пределами региона. С 2020 года Георгий Иорданиди возглавляет уже Республиканскую ассоциацию греческих обществ. Знаю его давно. Знаю его только с хорошей стороны, и я очень рад, что на сегодняшний день он, Георгий Константинович, является, нашим президентом греческой диаспоры. Он очень активный человек, очень
беспокойный, и он болеет за греков и всегда старается быть как-то в гуще всех дел греческих, помогает многим. Георгий Иорданиди родился в Казахстане. Сюда его семья, как и многие другие представители греческого народа, была депортирована. Здесь он обрел настоящую родину, во благо которой трудится уже многие годы. Был руководителем различных малых предприятий, имеет трудовой стаж более 40 лет, постоянно ведет общественную работу. Но несмотря на загруженность, он всегда готов протянуть руку помощи. Неудивительно, что Закиржан Кузиев во время предвыборной кампании в депутаты Мажилиса парламента попросил Георгия Иорданиди стать его доверенным лицом. Мы вместе с ним проехали практически все города. Мы были в Алматинской области, мы были в Джамбульской области, были в Чимкенте, Туркестане, в Северном Казахстане, в Нур-Султане и так далее. То есть вот это турне, которое я проводил по агитации членов ассамблеи, по выборам в депутаты Мажилиса, я считаю, что он внес огромный вклад. Я, конечно, сделаю все для того, чтобы не подвести Георгия Константиновича. Георгий Иорданиди – прекрасный семьянин, человек с большой душой, честный, умный и открытый. Так о нем отзываются коллеги, друзья и родные. Он имеет немало наград, но впереди, уверены близкие, его ждет не меньшее признание. Ведь он один из тех людей, кто всю свою жизнь посвятил служению Родине и укреплению межнационального согласия в нашей стране. Это один из достойнейших сегодня людей, которые действительно работают на благо нашего Казахстана, на работу с этносами, с общественностью. Да? И вот это вот мир, согласие и все эти вещи, которые мы все эти 30 лет говорим, это как раз вот носитель этого всего. Я считаю, что это все-таки Георгий Константинович. Поэтому хочу ему пожелать здоровья, успехов, благополучия, и чтобы в дальнейшем он оставался таким же позитивным, таким же энергичным и таким же, будем говорить, патриотом нашей страны. Надежда Белова, Еркин Тенемсиитов, телеканал ЖТСУ. К новостям республики. В Өскемене мужчина с психическим расстройством напал на ребенка. Инцидент произошел в одном из магазинов города. Пьяный мужчина вдруг начал оскорблять стоявшего рядом у прилавка мальчика, а затем и вовсе схватил его за шею и начал душить. Произошедшее зафиксировала камера видеонаблюдения. По словам матери, мужчина схватил ее сына за горло. Спасти ребенка оказавшиеся рядом люди. Как стало известно, мужчина 1968 года рождения страдает психическим заболеванием. На данный момент он передан на лечение в отделение психоневрологического диспансера. Забастовка в Атырауской области. В Кульсары около 80 работников Жилойского районного отделения электрических сетей отказались выходить на работу, а вместо этого вышли на митинг. Собравшиеся требовали вдвое повысить зарплату и улучшить условия труда. Сегодняшние условия работающих на территории Тенгизского месторождения не устраивают. Средств, выделенные на питание, недостаточно, а общежития, расположенные в старом здании, не соответствуют санитарным нормам. Кроме того, до места работы большинство добирается пешком, так как в имеющийся автомобиль УАЗ вмещаются только 5 человек. Бастующие требуют обратить внимание в сфере энергетики. В парке Шымкента появились туалеты стоимостью 5 однокомнатных квартир. Предполагалось, что кабинки будут с подогревом, горячей водой и специальным местом для людей с особыми потребностями. Однако на деле все обстоит иначе. По словам горожан, здесь нет не только горячей воды, но и даже самой дешевой туалетной бумаги. Двери в кабинку для людей с инвалидностью и вовсе закрыты. Как выяснилось, на приобретение и установку таких уборных СПК и спонсорами было выделено 45 миллионов тенге. Жители считают, что потраченные деньги попросту смыли в унитаз. Крупный пожар вспыхнул в лесу на западе Берлина. Точные причины возгорания пока неизвестны. Но перед пожаром произошла детонация на складе, где хранилось около 25 тонн боеприпасов времен Второй мировой войны. Огонь распространяется быстро и слышны новые взрывы. А потому, по мнению специалистов, приближаться к месту пожара опасно. Борьбу с огненной стихией осложняет жара. В последние дни в городе температура доходит до 37 градусов. Жителям близлежащих районов посоветовали не открывать окна и отключить кондиционеры. В
посольство Азербайджана в Лондоне ворвались религиозные радикалы. Как сообщается, нападение совершила шиитская экстремистская организация. Ворвавшиеся в здание посольства радикалы подняли на крыльце здания религиозные флаги и скандировали лозунги. 8 человек были арестованы полицией Лондона по подозрению в незаконном проникновении и преступном нанесении ущерба. В ведомстве отметили, что сотрудники посольства не пострадали. Расследованием происшествия занимаются местные правоохранительные органы. В Нидерландах ощущается катастрофическая нехватка пресной воды. В стране введен повышенный уровень предупреждения. Управление водными ресурсами передано специальной группе, которая будет регулировать распределение запасов. Питьевая вода не подвергается риску, но в этот период больше всего страдают судоходство и сельское хозяйство. В результате влияния рекордной жары введены ограничения на мойку автомобилей, дорог, тротуаров, а также на бытовое потребление воды. В настоящее время в стране объявлен 2-й уровень засухи, что означает фактическую нехватку воды. А в нашем регионе, напротив, уровень воды в мореных озерах и реках в горах в августе может повыситься. Это вызывает опасность у экспертов. Для профилактики в области ЖТСУ идет работа по освобождению селеопасных мореных озер, опорожнению, расчистке и углублению эвакуационных каналов в озерных перемычках. Специалисты областного филиала Казселезащиты приступили к работе. В предгорьях Жетсусского Алатау насчитывается 419 мореных озер. Они лежат на высоте 3–3,5 тысяч метров над уровнем моря. Более 20 считаются селеопасными, а потому в летний период в обязательном порядке проводятся работы по сбросу воды мореных ледниковых озер. Рабочая группа из 8 человек начала работы по снижению уровня воды мореных озер в Аккольском, Аксусском, Сарканском массивах. Вертолетом Ми-8 МЧС акционерного общества «Казавиаспас» доставлены рабочие и необходимое оборудование. По словам специалистов, в результате проведения таких профилактических мероприятий снижается риск самовольного разрушения мореных озер. По итогам аэрообзора местности нами проводится работа по высвобождению мореных озер Капкан Каргавского массива, озера Акколь Сарканского массива, 59-го озера Аксусского массива и озера под номером 4 в Усекском массиве. Работы по профилактике опасности горных рек и озер проводятся ежегодно с 5 августа по 15 сентября. До этого 4 раза проводится аэромониторинг местности. По итогам проведенных профилактических мероприятий ситуация считается стабильной. Угрозы населению нет. Такой была картина уходящего дня. Мы с вами прощаемся. До скорых встреч.